Федеральная программа «Поддержка малообеспеченных граждан» на основе социального контракта действует 6-й год. Каковы результаты и перспективы дальнейшей реализации? Режим работы, доплаты за стаж, проверка медицинского оборудования. Эти и другие вопросы обсуждали работники ремонтно-строительного управления «Алроса» на собрании хозяйственного актива. Хозяйственные службы столицы переходят на усиленный режим работы. Какие улицы будут расчищать от снега в ближайшие дни? Это новости в прямом эфире, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Поддержка малообеспеченных граждан на основе социального контракта. Такая федеральная программа реализуется 6-й год. За этот период в республике заключено свыше 7 тысяч социальных контрактов. Основными направлениями оказания господдержки является индивидуальная предпринимательская деятельность и развитие подсобного хозяйства. А средний размер помощи составляет 154 тысячи рублей. Как показывает практика, средний душевой доход семьи по окончании действия соцконтракта увеличивается в среднем в 1,7 раза. И президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что за 5 лет такие контракты могли бы заключить более 9 миллионов россиян и поручил Кабмину с 2020 года на условиях софинансирования помочь регионам, которые активно внедряют такой механизм соцподдержки. Социальный контракт мы подписываем, начиная от 3 до 12 месяцев. То есть, если семья получает помощь на 3 месяца, это примерно составляет 48 тысяч. А если максимально на 12 месяцев контракт, то 193 тысячи получают. Мы считаем, что программа для тех, кто желает вообще организовать свою индивидуальную деятельность, очень таким хорошим толчком, мы считаем. И вот в будущем финансирование должно увеличиться. Тогда у нас будет больше охват семьи, мы можем охватить больше семей. Якутия укрепила позицию лидера среди регионов Дальневосточного округа по экономическому росту. Валовой региональный продукт в регионе за прошлый год превысил 1 триллион рублей. Сегодня на заседании правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития республики за 2018 год. Целый ряд рекордов был установлен в базовых отраслях добычи угля, золота и нефти. Есть снижение в макроэкономических показателях, в том числе и в направлении, как обрабатывающая промышленность на 2,6%, продолжается сокращение производства в пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Именно на эти аспекты Кабинет министров сегодня обратил серьезное внимание и внес ряд предложений для улучшения ситуации. 99% объемов выполненных работ, численность работников – 500 человек, звание лучшего цеха Мирнинского комбината по показателям охраны труда и безопасности. Такие данные за прошлый год озвучил начальник ремонтно-строительного специализированного управления компании «Алроса» на хозактиве предприятия. Но не только итоги интересовали работников. Подробности в сюжете Марии Урцевой. Очередь. Там стоишь в очередь, пока идут тестовые. 1 по 2. Там постоянно очередь. Никогда спокойно нельзя сесть спокойно. Там по 10 человек в очередь. Режим работы общего центра обслуживания, доплаты за стаж, проверка медицинского оборудования и нормы для допуска на работу под землей. Такие темы интересовали работников РССУ на нынешнем собрании хозяйственного актива. Самой обсуждаемой стала работа аппарата для измерения артериального давления. Пропуск можно не прикладывать. Просто стартовый проверить один раз давление, покажешь другой. Пропуск прикладываешь сразу. Я никуда не отходил. Просто максимально давление покажешь другое. Насколько часто или периодически это происходит? Или постоянно это спокойно. Понятно. Этот вопрос куда-нибудь Виталий Александрович задавали дальше? Или это вот сейчас? Нет, сейчас вот на собрании хозактива РССУ работники стали задавать этот вопрос, потому что дело в том, что действительно опаздывают на наряд, на раскомандировку. Почему мы долго проходим медосмотр? Проходит по 2, по 3 раза приходится людям проходить. Давайте в комиссионном подъезде я скажу. Сотрудника будет присутствовать, подъедете, продемонстрируйте. Руководство комбината пообещало с проблемой разобраться. Вопросы прошлого хозяйственного актива отработали полностью, кроме одного – утепления мастерских. В нашем монтажном участке замена панели запланирована на этот год в автобазе. По Канским, возможно, на 2020 год.
Изготовление рукавов высокого давления для всех подразделений и площадок акционерной компании «Алроса» – одна из стратегических инициатив предприятия на ближайшее время. Погрузчики, экскаваторы, горно-шахтное оборудование – их применяют везде. Закупать на стороне накладно. Поэтому с 2017 года в РССУ их начали изготавливать сами. Для всей компании мы сэкономили 15 миллионов рублей. Конечно, от вас ждут в 2019 году, что мы сделаем замещение, то плановое замещение, которое подразделения компании заявляют нам, мы выполним по мобильному. Среди цехов Мирнинского комбината РССУ лучше в 2018 году по показателям охраны труда и промышленной безопасности. Правда, на собрании хозяйственного актива не обошли стороной и проблемные вопросы. За нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности к ответственности привлечены у нас 10 человек числа рабочего персонала, 34 человека линейных руководителей, инженерно-технических работников. Если говорить сухими цифрами, то ремонтно-строительное управление в 2018 году – это 99% объема выполненных работ. При численности персонала почти 500 человек. Также в прошлом году по линии техперевооружения приобрели новое оборудование. В том числе уникальное, например, станок плазменной и газовой резки. Новый аппарат позволил сократить материалы и время на их обработку в 2 раза. Благодаря таким новинкам растут показатели и эффективность производства. Поэтому в 2019-м обновление оборудования продолжится. Мария Урцева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В своем послании Федеральному собранию президент страны потребовал рекультивировать все проблемные свалки в стране. И, как стало известно, правительство планирует выделить около 10 миллиардов рублей на ликвидацию 49 незаконных свалок и наиболее зараженных земель общей площадью около 700 гектаров. В этом году займутся объектами, вблизи которых живет почти 4 миллиона человек. На ликвидацию незаконных полигонов и обезвреживание территорий потратят около 7 миллиардов из федерального и чуть более 3 миллиардов из региональных бюджетов. Хозяйственные службы столицы переходят на усиленный режим работы. До конца апреля дорожные службы планируют вывести порядка 150 тысяч кубов снега. С начала этого года с территории города Якутска уже было вывезено более 86 тысяч кубов снега. Снегоуборочная компания работает в 2 смены, утром и вечером. В них задействовано более 60 единиц спецтехники и более 50 человек. В эти дни Якутдорстрой будет расчищать улицы Лермонтова, Пояркова, Богатырева и Тимирязева. В связи с потеплением работы ведутся усиленно, 2 смены. У нас в обслуживании 88 улиц. Их мы убираем по графику строго. Сейчас ведутся работы по уборке снега с улиц. С потеплением начнем пропарочные работы. Пропарочная работа – это очистка водотворных лотков. Что касается транспорта наземного, то ГИБДД рассчитывает на введение электронных прав с 2020 года. Как заявил начальник ГИБДД России Михаил Черников, технически система к этому готова. Таким образом, электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также предотвратить случаи использования одних прав несколькими водителями с похожей внешностью. Кроме того, необязательным становится ношение с собой прав или свидетельства о регистрации транспортного средства. Также Черников отметил, что для водителей ничего меняться не будет. Те удостоверения, которые находятся на руках у автовладельцев, будут действительны. К другим темам получить гарантированное прохождение практики. Алданские студенты, которые отличились своей активностью и успеваемостью, получили сертификаты на первый рабочий опыт в компании «Селигдар». С будущими промышленности встретился Руслан Павлов. Студент Алданского политехникума Максим Голобурда держит в руках сертификат целевого назначения. Личная заинтересованность и хорошая успеваемость позволили Максиму и еще десятку студентов получить гарантированное прохождение практики и трудоустройство в подразделениях холдинга «Селигдар». С самого первого курса нам говорил куратор стремиться учиться, принимать везде участие, и потом за счет этого вы получите оплачиваемую практику. Я к этому шел и стремился. Исторически студентов техникума привлекают в «Селигдар» на практику давно. С прошлого года внедрен формат целевых договоров, который закреплен нынешним соглашением.
Что это означает? Если ты приходишь на практику, то это означает, что ты получишь какие-то знания, навыки вот в рамках именно самой практики. Если мы говорим о целевом договоре, то это означает, что ты, первое, на практику точно попадешь в нашу компанию, а второе, в случае успешного завершения обучения и желания работать в компании, тебе будет гарантированно предоставлено рабочее место. Подписанное соглашение нацелено на требования, которые предъявляет время и глава государства Владимир Путин. Это технологический прорыв по всем направлениям производства. В Селигдаре это прекрасно понимают и усиливают кадровую работу. Не мы, это рынок определяет требования. И, соответственно, конечно, техника приходит новая, оборудование новое, технологии другие. Поэтому требуются, конечно, высококвалифицированные специалисты, тем более мы заинтересованы в местных кадрах. И тем самым, конечно, вот это самые условия, которые есть, они и диктуют требования. Поэтому мы в рынке, я думаю, что все понимают, какие требования сегодня есть. И мы должны готовиться к этим. Тем более технологии растут. Политехникум также реагирует на спрос и повышает уровень образования, вводя новые отделения и обучение по востребованным специальностям. Это как раз сейчас мы проходим обучение в Московской школе Сколково по программе переподготовки управления изменениями в системе подготовки кадров под потребности экономики региона. И как раз наша управляющая команда занимается сейчас разработкой флагманской образовательной программы, которую, я думаю, что со следующего года мы начнем реализовывать. Для динамично развивающихся Дальнего Востока и Якутии крылатая фраза «кадры решают все» сегодня актуальна как никогда. Крупные промышленные предприятия давно перешли от поиска кадров по всей стране к их подготовке на местах. И полиметаллический холдинг «Селигдар» в числе лидеров в работе по подготовке молодых кадров. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске завершился региональный чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет». Звание сильнейших оспаривали 6 команд. За чемпионатом наблюдала Саргалана Федорова. 6 команд, 4 тайма и общая воля к победе. В заключительном матче региональной баскетбольной лиги встретились сильнейшие соперники из Якутска, Алдана, Мирного, поселка Жатай, Намского и Татинского улусов. Все команды уже прошли большой путь в чемпионате. Они победители школьного, муниципального, дивизионального этапов. В прошлом году заняли 3-е место. Но в этом году надеемся поехать на Дальний Восток. Хороший уровень. Команда Мирный, Якутск, Жатай. Команда девушек из города Якутска отличилась уровнем техничности и стратегии. Это баскетболистки школы номер 30. Девушки вырвали победу у команды Хангаласского улуса и получили путевку на Дальний Восток. Игра прошла напряженно. Мы поначалу проигрывали, отставали, волновались и думали, что уже все. Но в итоге мы собрались силами и начали играть достойно. Сейчас в Хабаровск у нас есть полторы недели, чтобы подготовиться. Хорошую игру показала и команда из Татинского улуса. В упорной борьбе среди юношей они вышли на 3-е место. Среди девушек на 1 очко победу вырвала команда Жатая у ребят из Алданского района. И тоже оказалась на 3-й ступени пьедестала. Участников очень много, Кэс-Баскет развивается. Вообще в сезоне в этом году было заявлено по республике 36 школ. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» – масштабный социальный проект, который проводится на всей территории России уже 12-й раз. Проект направлен на развитие массового спорта и воспитание здорового поколения. Победители регионального этапа поедут на чемпионат Дальнего Востока, который пройдет в марте в Хабаровске. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. Таковы новости к этому часу. Еще больше информации на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.